Далеко в Северной Атлантике, там, где один океан, лежат 18 небольших островов. Эта горная маленькая страна стоит наперекор штормам и ветрам Атлантического океана. Люди не уступили невзгодам природы и стали повелителями моря. Фарерские острова. Страна в океане. — 46 тысяч человек, но народ с собственным языком и культурой, со своей тысячелетней историей, которая имеет свои истоки у предков на западном побережье Норвегии и в норвежских фьордах. Это потомки тех людей, которые в IX и X веках пошли на запад в море, чтобы открыть новую землю. Здесь, в поселке Черчебуор, на южном конце острова Стреймой, был основан духовный и религиозный центр островов. Здесь жил фарерский епископ в годы католической веры. На острове Стреймой в конце XIII века начали строить собор Магнуса, который остался недостроенный и сейчас представляет историческую ценность. В поселке Черчебуор родился Свери. Он стал королем Норвегии и праотцом норвежской королевской династии. В одной из больших комнат дома, называемой комнатой дыма, собиралась семья хозяина и его работники. Здесь место всех домашних работ. Здесь старые фарерцы рассказывали друг другу древние былины и сказки во время работы. Именно в этих комнатах фарерский язык, культура оформились и сохранились, несмотря на влияние датской культуры в период с 1380 года и позднее, когда и Дания, и Норвегия соединились в одно королевство. Ученые говорят, что название Фарерские острова означает «острова овец». В старые времена овцы были необходимы для существования фарерцев. Они давали им еду и одежду. Шерстяные изделия, особенно носки, были самым важным экспортным товаром до начала развития морского рыболовства. Говорили, шерсть – это золото фарер. Овцы являются фундаментом фарерского сельского хозяйства. Обработка шерсти в наше время не производится прялкой и вязальной спицей. Сейчас это одна из отраслей промышленности.
В этой стране с многочисленными фьордами и проливами, с высокими волнами и быстрыми течениями была построена фарерская лодка, лодка викингов, с хорошими мореходными качествами. Эта лодка сейчас используется в различных вариантах. С мотором, без мотора, изготовлена из дерева и из стекловолокна. Но по форме она напоминает лодку древних викингов. На парусных судах фарерцы выходили в открытое море. Смелые люди покупали старые деревянные суда в Англии, и на них достигали далеких берегов Исландии, Лабрадора и Кольского полуострова. En centimeter, säkra linjer på 3 km. Nej, vänta, här det finns skåren här. В течение всего одного века маленький народ пересел из маленькой деревянной лодки в большой современный паром для автомашин и пассажиров.